Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о пожароопасной ситуации в республике на сегодняшний день. Доброе утро, уважаемые якутяне. Сегодня у нас действует 168 пожаров на общей площади 4 миллиона 17 тысяч. Проводим работу по тушению 63 пожаров на площади 1 миллион 288 тысяч га. Локализовали 7 пожаров на площади 62 тысячи га. Сегодня у нас работает 4816 людей. Это федеральный ПДПС, республиканское лесопожарное формирование и мобилизованные. Работают техники, с привлеченной техникой 706 единиц. За прошедшие сутки мы ликвидировали 13 пожаров на площади 17 тысяч га. Вновь обнаружили 9 пожаров на площади 307 га. Вчера на территорию Республики Саха-Якутия прибыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в количестве 200 человек. Мы вчера распланировали доставку и направление дополнительных сил. 50 человек направили на пожар номер 23 Намского улуса, они уже доставлены. 50 человек в Чурапчинский улус, 50 человек в Горный улус, 25 человек Кобяйский улус, 25 человек Хангаласский улус. Сводная инженерная рота Министерства обороны России в составе 128 человек и 17 единиц техники ведут работу в Горном и Намском улусах. Вчера работало 7 воздушных судов, это Ми-8 на пожарах в Намском улусе, Нюрбинском, также Чурапчинском улусах и на территории национального парка Ленские столбы. На особом контроле находится 14 населенных пунктов. Это Эргелях, Харьялах, Намском улусе, это Кёль, Татинском, Бяскёль, Горном, Калае, Берие, Усть-Алданский, Карыкы, Хомустах, Верхневилюйском районе, Ситте, Сангар, Калица, в Кобяйском, Ударники, Охотский, Перевоз, Тампонском, Мельджахси, Чурапчинском районе. Ситуация контролируется. На сегодня мы провели оперативный штаб, 8 часов, распланировали работу воздушных судов и наземных формирований. Спасибо за информацию. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Глава Якутии выразил соболезнования родным и близким погибшего при тушении лесного пожара. Дорожники приступили к асфальтированию трассы между Мирным и Ленском. В Нерюнгри прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Чурапчинским межрайонным следственным отделом по республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения в лесном массиве вблизи села Мугудай Чурапчинского района. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехал руководитель следственного отдела. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение. По предварительным данным, при тушении верхового лесного пожара в Чурапчинском районе погиб работник одного из дорожных предприятий. Это тяжелые новости, выражая глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами, сказал Айсен Николаев. Задымление от лесных пожаров усилится в ближайшие дни в Якутске, Красноярске и городах Иркутской области из-за растущих площадей пожаров. Самое опасное задымление в ближайшие дни мы ожидаем в Якутске, сообщил накануне руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. По словам эксперта, сейчас в Сибири наблюдаются самые большие пожары по площади, пройденные огнем, по крайней мере, в истории 21 века. Крупные пожары, особенно в Якутии и на севере Иркутской области, потушить сейчас невозможно, считает эксперт. В аэропорту города Якутска из-за смога отменены некоторые рейсы.
Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой сил МЧС, борющейся с пожарами. Ранее МЧС России было поручено увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а также подготовить предложение по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС. Минпромгеологии Республики прорабатывает предложение по открытию собственного производства медицинского кислорода для больных COVID-19 в регионе. Пандемия коронавируса показала, насколько важно реагировать на запросы общества, в особенности касающихся необходимых лечебных средств. Есть предприятия, которые готовы оказать поддержку в борьбе с COVID-19. Сейчас ведется активное взаимодействие с Минпромторгом Российской Федерации по потребности в кислороде в республике, в том числе по вопросам производства медицинского кислорода, комментирует министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. К другим темам. Дорожники приступили к асфальтированию трассы между Мирным и Ленском. В 70 километрах от алмазной столицы сейчас работает спецтехника. Это десятки единиц. Такого количества машин местные жители на этой дороге еще никогда не видели. Да и асфальтируют ее впервые. Подробности у наших коллег. Скошенный лес по краям, высокая насыпь из грунта. Здесь рождается новое дорожное полотно. Стандарты жесткие, но это главные признаки трассы федерального значения. Цена 1 километра дороги варьируется от удаленности и сложности доставки необходимых компонентов. Однако дорожникам удалось снизить стоимость работ в Алмазном крае за счет применения местных материалов и грунтов, при этом соблюдая необходимую технологию. Автомобильная дорога включает в себя следующие конструктивные элементы. Это земляное полотно, устраиваемое на проектные отметки, определенные методом технического расчета. Далее это слой основания из каменных материалов толщиной 35 сантиметров, после чего устраивается 2 слоя из асфальтобетонной смеси, один из которых основание толщиной 10 сантиметров и наиболее прочностной слой покрытия толщиной 6 сантиметров. Схема работ выстроена так. Один подрядчик строит, другой его контролирует. А со стороны за этим наблюдает заказчик. В помощь спутниковые датчики последних моделей. Бульдозеры и грейдеры двигаются только по этим приборам. За ними идет геодезист и проверяет качество укладки. Информация с его навигатора попадает к водителям, и они видят, что все делают правильно. Мы следим, получается, контролируем, чтобы было все по проекту и по высотным отметкам. 100% контроль. Вот если бы этого прибора не было, тогда как бы ваша работа выглядела? Было бы меньше производительности и на дольше время бы уходило на производство работ. Водители, проезжающие мимо, впервые ощущают под колесами асфальт, и радости нет. Реализацию идею. На новой баскетбольной площадке пока заасфальтировали территорию. Строители установят 3-метровый металлический забор, баскетбольные стойки и нанесут разметку. На стройку понадобится более 2 миллионов рублей. Это средства республиканского и местного бюджетов. Обязательное условие – проект должен софинансироваться и местными жителями. На строительство новой площадки неравнодушные айхальцы собрали 30 тысяч рублей. Строители сдадут спортивный объект к концу августа. Искренние слова благодарности от нас и от всех жителей, я думаю, поселка также друг другу, потому что это площадка для всех. Здесь будут играть и дети, и взрослые, и
все будут играть. Ждем с нетерпением, когда у нас уже откроется эта площадка. Я думаю, это будет не так долго, до конца августа нам ее обещали сделать. И мы, я думаю, этим летом еще успеем сыграть здесь. В Нерюнгри на открытой площадке стадиона «Горняк» огнеборцы показали свои навыки, скорость и ловкость в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. В них приняли участие команды из всех подразделений Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона, за исключением государственной противопожарной службы, так как ее бойцы в данный момент работают на тушении крупных пожаров в республике. Соревнования этого сезона вобрали в себя элементы работы пожарных и профмастерства, подъемы по штурмовой и выдвижной лестницах, подъемы по штурмовой башне и боевое развертывание от автоцистерн. По итогам соревнований в командном зачете победила 2-я пожарно-спасательная часть по охране поселка Беркакит. Эти соревнования предназначены для того, чтобы повысить мастерство, повысить навыки работы с пожаротехническим вооружением, работу сплоченности коллективов, с тем, чтобы в реальных событиях мы могли быть спокойным за личный состав, который выполняет боевую задачу по тушению пожаров и спасанию людей. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.